Сегодня в гостях у нас исполнительный директор Организации предпринимателей «Опора России». Мы собрались, чтобы обсудить ситуацию с бизнесом, ситуацию в стране с коронавирусом и, в частности, с тем, что происходит у нас в сфере предпринимательства. Как вообще живет, выживает или, может, не дай бог, доживает свой... Предприниматель свои дни. Да, предприниматель свои дни. В этом вопросе нам поможет разобраться исполнительный директор Организации предпринимателей, Якутское отделение предпринимателей Александр Ариносов. Так, Александр, мы столкнулись с коронавирусом в целом по стране. Как ты вообще оцениваешь ситуацию по мерам поддержки, которые были продекларированы на уровне страны, на федеральном уровне, главы государства, Кабинета министров? К сожалению, все эти меры поддержки, которые анонсированы у нас нашим государством, они не совсем в настоящее время помогают, реально могут помочь предпринимателям. Но рассмотрим каждую поддержку, наверное, по отдельности. Допустим, если мы возьмем поддержку, что касается дачи беспроцентных кредитов. Опять же, беспроцентным кредитом может воспользоваться только уже достаточно крупная организация, которая имеет свой определенный штат и которая имеет определенные запасы. Таким образом, получается, мы отсекаем уже 90% предпринимательства. Кроме того, кредит нужно понимать, что это отложенное обязательство. Опять, сколько продлится у нас изоляция, допустим, сколько продлятся эти ограничения, мы не знаем. То есть каждый месяц изоляции и закрытия – это увеличение своих обязательств. И это отложенные платежи. То есть где будет гарантия о том, что организация, выйдя через, допустим, 2 месяца, сможет платить этот кредит и платить заработную плату и иные, допустим, свои платежи. То есть это получается, насколько она будет реально и действительно поможет, это, конечно, покажет только время. Вторая поддержка – это оказание, допустим, по арендным платежам. Опять, и у нас поддержка арендных платежей идет только по государственным бюджетным учреждениям. Опять, сколько предпринимателей снимает там и может воспользоваться этой поддержкой, но это, можно сказать, не знаю, процент будет или не будет. В основном все равно снимают коммерческую недвижимость предпринимателей. Есть постановление правительства Мишустина 3 апреля 2020 года, где арендодателям лишь рекомендовано снижать арендные платежи предпринимателям. Опять же, это правовые вопросы, насколько снижать, насколько обязан арендатор снижать, там же только рекомендация. А мы знаем, что все торговые центры закрыты. Если взять хотя бы один торговый центр, то это уже, допустим, закрытые 30 предпринимателей, у которых непонятна ситуация, насколько им могут снизить арендные платежи и будут ли им снижать эти арендные платежи. Потому что сейчас тут же столкновение интересов. Арендодатель, он тоже предприниматель, и он тоже несет убытки, и ему тоже необходимо обеспечивать свои, допустим, потребности, платить кредиты, в результате которых он возвел это здание. Платить работникам, которые обслуживают это здание. Опять же, декларированная поддержка в части того, что арендодателей надо освободить от коммунальных платежей, но тут опять, насколько она будет реальна, это сказать сложно. Насколько она занимает реальную расход, у предпринимателей? Да, реальный расход, и насколько потом, опять же, та ресурсоснабжающая организация, насколько она пойдет от освобождения, допустим, они потому что тоже могут быть предпринимателями. И это в случае освобождения крупного объекта, это потеря большого дохода, допустим. То есть конкретно, если мы говорим о мерах, которые были продекларированы на федеральном уровне, это у нас беспроцентные кредиты и аренда, да? Аренда, потом, получается, у нас еще что анонсировали? По налогам у нас что-нибудь? По налогам, опять же, по налогам. У нас обещали действительно по налогам, но опять отсрочку по налоговым платежей. Как уже все говорят, предприниматели не раз говорили, если у нас сейчас нету денег, и мы не можем сейчас зарабатывать деньги, откуда они появятся потом, чтобы заплатить эти налоги? То есть отсрочка, это отсроченная смерть, грубо говоря. Да.
Опять же, там, допустим, ну, вы можете, допустим, раскидать эту отсрочку, и эта сумма, она будет уплачена не вся сразу. Но, опять же, у предпринимателя за это время нет денег, но он все равно должен будет заплатить потом. Угу. Так, значит, эти меры, они фактически на сегодняшний день на федеральном уровне не работают. Они для предпринимателей оказались неощутимыми, да? То есть они как... Ну, наверное, меня предприниматели поддержат где-то 90 с чем-то процентов. Той оглашенной поддержкой предприниматели просто не могут воспользоваться. А вот если мы говорим о налогах, сейчас есть установка снижать налоги по ряду категорий налогов, например, снижение налогов по упрощенной системе. Такая мера у нас введена в республике, и я уверен, во многих регионах тоже такие аналогичные меры принимаются по стране. Снизили налог людей, которые работают по упрощенке. Вот на твой взгляд, как это? Помогает ли это? Ну, тут вопрос достаточно очень дискуссионный. Во-первых, УСН, она платится с доходы минус расходы. То есть это должны быть какие-то доходы. Во-вторых, надо смотреть, если доходы, это опять же ты платишь налог с доходов. Сейчас доходов у предпринимателей нет, потому что 80% бизнеса сейчас стоит. Помочь может только восстановление или оборот денежных средств. Сейчас контракты фактически тоже не заключают. Жители у нас услугами фактически не пользуются, так как они покупают только в основном продукты. Вот эти налоги, это опять же, насколько будет эффективно, не совсем понятно. Кроме того, у нас же идут, там помощь тоже, как бы, скажем, адресная, то есть установлен список наиболее пострадавших отраслей экономики. Ну, допустим, туризм. С туризмом все понятно, но, допустим, мы возьмем ювелирную промышленность. Ювелирная промышленность – это же тоже целый кластер. Они должны содержать работников. Им запретили в настоящее время работать. То есть у них отсутствуют продажи. Кроме того, им нужно там некоторым содержать свои заводы. Насколько вот они пострадали? Они тоже пострадали. Либо возьмем иную промышленность, допустим, предприниматели, те, которые выпускают, если взять Якутию, там, допустим, мотобайки, Сокол. Они тоже пострадали, но потому что у них не покупают, и они сейчас не могут производить, потому что введены ограничительные меры. Но их нет в списке. Вообще списки, да? Да, я вот тоже как юрист, я тоже пострадал, потому что суды закрыты, и ко мне не обращаются, потому что у людей самая главная забота – это спасти бизнес, но никак не, допустим… Вернее, они обращаются, но да, платить просят помочь по-дружески, да? Да. И как бы вы говорите, ребята, вы что, там, у меня форс-мажор. Кстати, по каким проблемам чаще всего звонят? Сейчас, естественно, звонят все по форс-мажору в части изменений и внесения изменений в договор. Почему? Потому что, опять же, у нас это вроде бы проблема временная. То есть, а форс-мажор у нас предусмотрен только в случае расторжения договора без последствий. Естественно, никто не хочет нарушать свои обязательства, взятые на себя, и никто не хочет расторгать договора. Все хотят продлить либо изменить договор. Поэтому тут ко мне постоянно обращаются, как это можно сделать, чтобы не нести последствия, которые, допустим, по уплате неустойки штрафов, либо как изменить, допустим, сроки. Но здесь у нас Гражданский кодекс говорит одно, о том, что вам необходимо направлять той стороне уведомления своевременно, о том, что в связи с введенными ограничениями на основании указа правительства Российской Федерации, а также, допустим, если взять нашу Якутию, указ главы Республики Саха-Якутия, где введены ограничения в части запрета тем или иным видом бизнеса осуществлять деятельность, то это прямое основание для направления уведомления, так как при заключении договора любой предприниматель не мог предполагать, что его на 30 дней закроют. И вот это уведомление в последующем будет и основанием для того, чтобы освободить предпринимателя в суде от пени и штрафы. Потому что он свою обязанность выполнил согласно договора. Как наступили это последствия, он сразу уведомил другую сторону о том, что он не может в силу объективных обстоятельств исполнить свои обязательства. Вот. Как это потом дальше будет в суде, это у нас, конечно, покажет практика.